Коллеги, в рамках встречи с Министерством внутренних дел, руководством Министерства внутренних дел, сегодня у нас проходит это мероприятие в рамках диалога власти с населением. Конечно, для нас визит руководителя Министерства внутренних дел, он очень важен и актуален. Обычно к нам приезжали по различным спецоперациям и так далее, и так далее. Но сегодня у нас другое событие. Сегодня руководитель Министерства внутренних дел, временно исполняющий обязанности министра, Бутыря Дмитрий Васильевич, приехал с другим визитом. Хочет познакомиться с нашим районом, с проблемами, выслушать наших граждан и наладить отношения с нашим населением. Давайте поприветствуем руководителя Бутыря Дмитрия Васильевича. 4000. Также в целях улучшения состояния преступности считает целесообразным активизировать профилактическую работу с населением Конечно, вы помните район 5 лет назад, 6 лет назад, когда бесчинствовали различные бандформирования, когда было неспокойно. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Это благодаря взаимодействию всех органов власти, расположенных на территории района. Естественно, большую поддержку, большую помощь оказывают органы правопорядка, в частности, наша доблестная полиция. Хочу доложить, вкратце, буквально 2-3 предложения. Район у нас гостеприимный, законопослушное население проживает, нацеленные на созидание, на развитие отраслей экономики. Проводятся определенные работы по привлечению инвестиций, по сбору налогов. По сбору налогов с каждым годом идет рост. Конечно, во всех вопросах, связанных с исполнением полномочий муниципальных полномочий органов правопорядка, естественно, наша полиция оказывает нам содействие. Все мероприятия сопровождаются, а мероприятий у нас проводится много, культурно-массовых и другие мероприятия. Хочу вкратце в истории сказать, мы, народ Дагестана, в частности лезгины, проживающие на юге России, всегда были нацелены на образование, на развитие экономики, и наши старшие просветители, богословы всегда ратовали за объединение с Россией. Всегда наш народ был пророссийски настроен. Это и в завещаниях Гасана Филиппа Кадарского, и многих богословов, алимов, которые здесь творили, и которые дали для нас, для района, для Дагестана, для всей России, для всего мира много знаменитых ученых, деятелей культуры, образования, военачальников, адмиралов и так далее, и так далее. И наша задача, задача всех органов власти — сохранить эту стабильность, сохранить мир и спокойствие. С этой задачей, мне кажется, что все органы справляются, и в частности органы, наша полиция. В общем, вот это я хотел сказать вкратце. Мы сегодня и говорили в кабинете о ситуации в районе. Ситуация спокойная, контролируемая. Проводится работа по профилактике правонарушений по различным направлениям. Есть различные координационные советы и при прокуратуре, и при администрации района. Работа проводится неформально. Если говорить о профилактике, практически с каждым, кто стоит на учете, на таком условном учете, проводится конкретная работа не только полицией, не только другими органами правопорядка, но и органами местного самоуправления. С каждым мы встречались, если мы не успеваем, как глава района, если я не успеваю, но наш АТК с выездом на место или в кабинетах, или где-то встречаемся. Есть и фото, и видеофиксация этих встреч. Я думаю, и выслушиваем и проблемы граждан, проблемы есть. Но я думаю, и с вашей помощью, Дмитрий Васильевич, мы будем стараться исполнять все наши полномочия. Ваш визит мы связываем с тем, что доверием к нашему населению. Конечно, это для нас послужит определенным оптимизмом, дальнейшей координации, дальнейшего улучшения нашей работы. Спасибо, Дмитрий Васильевич, вам еще раз спасибо. Уважаемые друзья, позвольте представить слово Бутыря Дмитрию Васильевичу, вливу министру внутренних дел по Республике Дагестан, генерал. Спасибо большое, Иван Шамсудинович, за такую оценку деятельности нашего территориального органа и в целом МВД Республики. Мне хотелось бы, уважаемые жители Сулейман-Стальского района, коллеги,
сегодня, чтобы был у нас прямой открытый диалог. Почему? Потому что, да, я не буду повторять слова Наримана Шамсудинова, был период в истории и районной нашей республики, сложный период, который благодаря совместным усилиям, и здесь я бы не сказал, что только силового блока, никогда ни в одной стране силовые структуры не решали задачи без широкой поддержки населения. Только в том случае, когда население отторгает те или иные проявления, только тогда силовые структуры решают эти вопросы. Это аксиома для всех. Поэтому это совместная работа, то, что мы сегодня можем говорить о текущих делах, о функционировании правоохранительного органа, о тех вопросах, как они обеспечивают мероприятия по охране общественного порядка, как занимаются профилактической работой, какую роль играет отдел внутренних дел в организации безопасности дорожного движения. В принципе, у нас сегодня работа будет построена таким образом. Сначала выступит начальник территориального органа, он отчитается о результатах работы в целом по направлениям деятельности. Хотя сразу же хотелось бы отметить, что несмотря на то, что результаты работы отдела по большинству направлений оперативно-служебной деятельности положительны, тем не менее имеется ряд направлений служебной деятельности, на которых необходимо уделить внимание, которым необходимо уделить внимание и не только в работе по выявлению пресечению преступлений или правонарушений, но и в большом массиве профилактической работе, которую необходимо проводить совместно с населением, совместно с руководством района. Это касается и ряда таких, я бы сказал, актуальных направлений, таких как борьба с наркоманией. Мы услышим в отчете начальника, что больше выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что больше пресечено фактов сбыта наркотиков. Но я и до этого, вот мы сейчас в кабинете разговаривали, всегда оцениваю иначе. То количество наркозависимых, которое имеется на территории того или иного региона. Если оно растет, значит работа территориального органа неэффективна. Если оно снижается, значит работа территориального органа эффективна. А результаты прекрасно видны по статистическим данным Министерства здравоохранения, где все эти лица стоят на учете. И ряд других таких же направлений. Не буду забегать вперед, и чтобы мое вступительное слово не превратилось в отчет начальника территориального органа. Поэтому по завершению выступления хотелось бы услышать те актуальные вопросы и те проблемы, которые существуют в взаимоотношениях с органами внутренних дел, либо те проблемы, которые считаете не способны решить на районном уровне, и для решения которых необходимо вмешательство республиканского МВД. То есть, чтобы был прямой, открытый, откровенный диалог. И давайте вернемся теперь к нашему порядку и предоставим слово начальнику ОМВД по Сулейман-Стальскому району, подполковнику полиции Османову. Уважаемый Дмитрий Васильевич, уважаемые участники встречи, докладывает начальник отдела ОМВД по Сулейман-Стальскому району, подполковник полиции Османов. Криминогенная обстановка на территории обслуживания отдела МВД России по Сулейман-Стальскому району характеризуется ростом общей преступности на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 166 против 161. Из них тяжко, особо тяжких 301 преступление против 41. Общей уголовной направленности 139 против 155. Рост преступлений в сравнении с аналогичным периодом отмечается в населенных пунктах Касункен 52 против 43, Гереханово 20 против 18, Ашагастал, Казмаляр 14 против 9, Ашагастал 9 против 7, Ортостал, Куркен 4 против 2,
Новая Мака 5 против 3, Юхаристал 3 против 2, Шехикент 2 против 1, Ашига Картас, Буткент, Карчаг, Юхари Картас и Киндиль, Даркушкас Баляр по 1. И Спик, Алкадар, Сардаркент 2 преступления. Не совершено ни одного преступления в 2019 году в населенных пунктах Чухаркент, Сумур, Сайтаркент, Зухрабкент, Хтун, Типикент, Тикент, Татархан, Кавцук, Саркент. Тяжкие и особо тяжкие преступления в основном совершены в селении Касункент, Даркуш-Казмаляр, Картас-Казмаляр, Шехикент, Карча и Новая Мака. Общая раскрываемость преступлений составила 91% против 78%. И раскрыто преступление одно преступление прошлых лет. В структуре преступности в текущем году преобладает преступление экономической направленности 27 против 21. Связанные с незаконным оборотом наркотиков по 228 статье Уголовного кодекса Российской Федерации 42 против 36. Совершенные с применением огнестрельного оружия 5 против 4. Вместе с тем необходимо отметить снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количества преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия. Разыскано 2 преступника, находящих в розыске. В настоящее время числа уроженцев Сулейман-Стальского района принимают участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики в составе международных террористических организаций. Находится в международном розыске 55 преступников. В административной практике по линии незаконного оборота наркотиков составлено также 32 административных протоколов. Это потребление наркотических средств, культивирование наркосодержащих растений и хранение наркотических средств. По линии участкового уполномоченного за различные правонарушения составлено 1140 административных протоколов против 885 аналогичный период прошлого года. На профилактическом учете лиц состоят 634 лица. Также по линии ПДН проведены мероприятия по выявлению несовершеннолетних, находящихся в общественных местах, в том числе улицах, объектах развлечений, досуга, сфере торговли и общественного питания, в компьютерных залах и иных местах без сопровождения родителей, лиц их заменяющих. В ходе мероприятий выявлено 12 несовершеннолетних, находящихся в ночное время суток в общественных местах без сопровождения либо иных законных представителей. По данным фактам собраны административные материалы по статье 5.35, часть 1 КоАП Российской Федерации. Ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей. В отношении 6 родителей по направлению для принятия решения комиссии по делам несовершеннолетних муниципального образования Сулейман-Стальский район. Неохваченных учебным процессом учеников на территории обслуживания не выявлено. Составлено также 29 административных протоколов, из них по статье тоже 5.35, ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей. Службы ПДН отдела в 2019 году также постоянно на основе проводились проверки наличия школьных сторожей на рабочем месте. Также по линии безопасности дорожного движения зарегистрировано 14 ДТП против дорожных транспортных происшествий против 13, ранено 19 человек против 20, погибло граждан 4 против 1. Выявлено, составлено административных материалов 3600 против 2944 за аналогичный период прошлого года. В том числе за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии 82 против 60. Выезд в полосу встречного движения 66 против 13. Неуплата штрафа в срок 70 против 301. Нарушение правил перевозки людей 88 против 73. По статье 264 УК Российской Федерации составлено 12 материалов против 5. По всем материалам возбуждены уголовные дела и направлены в суд. Для принудительного исполнения службы судебных приставов направлено 709 постановлений на сумму 798 400 рублей. Также вынесено 2707 постановлений о наложении штрафов. Сумма наложенных штрафов составила 3 миллиона 53 тысячи. Взыскано из них 1 миллион 24 тысячи. Также в целях улучшения состояния преступности считает целесообразным активизировать профилактическую работу с населением, взаимодействие с главами муниципальных образований и сельских поселений. Доклад окончен. Спасибо большое. Ирам Османович, дали полную характеристику работы
отдела за прошедший отчетный период. Но вот у меня сразу вопрос, который, в принципе, я обозначил в своем вступительном слове. У вас значительную долю в структуре преступности занимают наркопреступления. Есть положительная динамика, рост. А в чем причина, почему растет количество наркозависимых на территории района? Где не дорабатывают? Либо не принимать какие профилактические меры? Ведь помимо того, что мы занимаемся административной практикой, уголовно-правовой практикой, есть же еще и иные профилактические мероприятия, которые предусмотрены действующим федеральным законодательством. Существует же антинаркотическая комиссия и прочее, в рамках которой должны осуществлять профилактическую работу. Почему? Работа в этом направлении, товарищ генерал, ежедневно, в принципе, мы задачи входят и до подводных обходов участковых. Вот еще дополнение к этому вопросу. Возрастной критерий какой? В основном лиц, привлеченных к ответственности, к уголовной. От 18 до, можно сказать, 45 лет. Ну, то есть наиболее трудоспособное население. Да. Вот он и ответ. И что пугает от 18. А вы прекрасно знаете латентность данного вида преступления. Вот эти все цифры, как стоящих на наркоучете, так и по выявленным, ну, можно смело умножать на 10. Смело, и никто не ошибется. Ну, в этом плане, в этом направлении мы работу проводим, но есть много упущений, товарищ заместитель министра. Мы совместно с правоохранительным органом в этот момент и активизируем, и где наши упущения есть, действительно, в этом направлении, совместно и с главами муниципальных сельских поселений, и совместно с наркоконтролем межрайонным организуем в этом направлении работу, где наши упущения есть. Помимо того, что необходимо пересмотреть подход к организации работы территориального органа, наверное, я попрошу и со стороны органов власти и управления также принять соответствующие уже профилактические меры в рамках тех полномочий, которые предоставлены для того, чтобы совместными усилиями бороться с этим злом. То есть следующий у меня вопрос. Это касается безопасности дорожного движения. 4 человеческих жизни потеряли. Я понимаю, что работа большая перед нами, эти цифры привели и по количеству привлеченных к административной ответственности, и по количеству привлеченных к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Но вот меня эти цифры настораживают. Это для милицейской или полицейской статистики хорошо. Рост, как говорят, динамика положительного выявления административных правонарушений. Вы подумайте, на четверть увеличилось количество лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Да, есть 82 где-то. 60-80. Да. 82. Это не только выявляет больше, это значит, наверное, профилактика дорожно-транспортных происшествий, профилактика данного вида происшествий хромает. Здесь же не нужно только полицейскими мерами заниматься, нужно и профилактировать. Я знаю, что в ряде регионов после вступления в законную силу решения суда в некоторых местах публикуют прямо эти списки лиц, чтобы знали в лицо тех потенциальных людей, которые садятся за руль автотранспорта, а по юридической терминологии автомобиль – это объект повышенной опасности. И лицо, управляющее транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, оно не отдает себе отчет и в состоянии совершить дорожно-транспортное происшествие с тяжкими последствиями. Поверьте, я в своей практике видел факты, когда ни один, ни два, ни три человека гибли из-за того, что пьяный за рулем врезался в автомобиль, врезался в толпу людей и прочее, прочее. Поэтому нужно пересмотреть именно профилактический подход.
не снижая, естественно, активности по выявлению и пресечению данного вида правонарушений. Посмотреть на тех лиц, которые повторно управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения по 264 прим. Есть же В такие? этом, да, 212 выявленных преступлений в этом году все направлены в суд. Все направлены в суд. Также после вступления в законную силу решения суда посмотреть и показать их. Тех людей, которые один раз были предупреждены, но не остановились и повторно садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Пожалуйста. Здесь вот как раз таки должна работать совместно и правоохранительная система, и органы власти и управления. Я не думаю, что кому-то будет приятно видеть себя, как я сказал, на доске позора. Имеются и иные формы профилактики. Есть еще вопросы? Присаживайтесь. И теперь бы хотелось бы ответить на те вопросы, которые есть у жителей района. Наверняка у кого-то возникают те или иные вопросы функционирования правоохранительной системы, в данном случае отдела полиции. Или у нас здесь безо всяких проблем функционирует? Вы знаете, радует то, что, я бы так сказал, имеется единение между населением и сотрудниками. Пожалуйста, друзья, если есть вопросы, пожелания, вопросы. Не скромничайте. Можно мне вопрос? Пожалуйста. Не скромничайте. Можно мне вопрос? Пожалуйста. Представьтесь, кто, что. Я гражданин Евгений Буркин, довольный деятельностью районного отдела, лице Играма Османовича, молодой человек, который работает интенсивно по снижению профилактики в районе. Ну, отдельные инспекторы той же структуры, вопреки нарушениям закона, здесь указано на 4 местах. Сотрудника МВД, инспектора дорожной службы. Инспектор ДПС? Да, просто я волнуюсь. Я человек 65 лет, никогда не наблюдал вот даже инспектора, вот этот я пьяный сел за рулем, который озвучил вопрос. Мне даже говорить об этом неудобно, не могу таким волнением. Я человек больной с этим сахаром, диабетом, повышенным давлением. Я срочно ездил домой, и меня вот люди с 2 автоматами, 5-6 человек, останавливают машину и на алкогольное свидетельствование. Я думаю, я никогда не пью по состоянию своего состояния вот болезни. Сам вот начальник райотдела меня отпустил в тот же день, я обратился к нему, спасибо ему, он меня понял. Как дядя говорит, я не видел, что ты пьяный. И отдал мне вот машину с этого стоянки. Спасибо ему за это. Я хочу обратиться и к прокурору, и к вам лично заявлением по поводу этого. Оставьте заявление. Это коллега адвокатов Санкт-Петербурга занимается этим делом. И будет резонансное дело, и внимательно посмотрите, пожалуйста, что там написано. Вы поймете, что там есть. Хорошо. Поверьте, сразу для всех хочу сказать. Прежде всего, я хотел бы обратить внимание на то, что в структуре МВД, для тех, кто не знает, помимо тех служб, которые представлены здесь, есть и подразделение собственной безопасности, которое занимается тем, что выявляет преступления и правонарушения, совершенные сотрудниками органов внутренних дел. По
количеству преступлений и правонарушений, которые они выявляют, я думаю, среди других субъектов, кто занимается данной деятельностью, больше всех выявляет. Мы та система, которая самоочищается. И никто не собирается покрывать тех сотрудников, которые в той или иной степени приступили к закону. Позиция руководства МВД, что России, что Дагестана, однозначно. Сотрудник органов внутренних дел, дискредитировавший честь и достоинство сотрудника полиции, подлежит, первое, увольнению, второе, ответственности, предусмотренной действующим законодательством. У нас предусмотрена еще ответственность прямых и непосредственных руководителей данного сотрудника за те упущения в индивидуально-воспитательной работе и те упущения в контроле за его оперативно-служебной деятельностью, которая повлекла за собой те или иные нарушения. Поэтому, если будет установлена вина сотрудников, однозначно они понесут наказание. То соизмеримо их проступку или правонарушению. Я не знаю, что это дисциплинарный проступок, либо правонарушение. Более того, у нас здесь на встрече присутствует представитель УРЧСБ, где вы по завершению пообщаетесь с гражданином и получите у него подробное объяснение. Понятно? Присаживайтесь. И еще вопросы есть? Пожалуйста. Вопрос такого характера. Вся администрация старается выполнить бюджет за год. Вот наша задача тоже заключается в том, нами были выделены земельный участок для отделения полиции 1,2 гектара. Когда начнут строительство этого здания, и выделены ли средства в этом году на его строительство? Строительство зданий для органов внутренних дел. Ну, я сделал небольшое отступление. Дагестан для меня 5-й субъект. Я вот в период своей служебной деятельности проходил службу на территории 5 субъектов Российской Федерации. И первый субъект, где я увидел 8 новых введенных в эксплуатацию типовых районных отделов внутренних дел. Это вот благодаря руководству МВД, службе тыла МВД, администрации республики, администрации районов и сельских поселений, которые выделяют земельные участки. 9 новых типовых отделов внутренних дел, которые позволяют функционировать в полном объеме. Точно такой же типовой отдел предусмотрен и в строительстве такого же типового отдела предусмотрено и в Сульманстальском районе, учитывая то состояние территориального органа. Но мы бюджетная организация. У нас также осуществляется бюджетное финансирование, как и в любой другой бюджетной структуре. И, естественно, мы в соответствии, получив бюджетные средства, которые выделяются с МВД России к нам, должны пройти такую же процедуру 44-го ФЗ, которую прекрасно знают все бюджетники. Это освоение денежных средств на конкурсной основе. И в дальнейшем уже предусмотрено их освоение. У нас планом МВД России предусмотрено выделение денежных средств Республики Дагестан. Я думаю, что в текущем году мы должны их получить, но освоение уже, я думаю, за этим проблем не будет. Но в настоящее время, как вы знаете, первый квартал — это как раз и тот финансовый период, когда идет распределение финансовых средств с федерального уровня на региональный и далее. Поэтому мы ожидаем в настоящее время. Но строительство предусмотрено планом
развития МВД по Республике Дагестан, и однозначно здесь будет построен типовой райотдел. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Сразу хочу сказать, если кто-то по той или иной причине не задает мне сейчас вопрос, но есть те или иные проблемы или пожелания, то после завершения нашей встречи в кабинете начальника территориального органа я проведу личный прием, и поэтому индивидуально может подойти любой человек и задать тот вопрос или обозначить ту проблему, которая его интересует или которая актуальна перед ним в настоящее время. Да. То есть после этого мероприятия будет осуществлен прием. Пожалуйста, если какие-то вопросы есть, можете участвовать. Мы практически доводили до населения. И многие вопросы мы снимаем на месте, Дмитрий Васильевич. Таких вопросов, я не знаю, если есть, пожалуйста, задавайте. Здесь практически актив района, руководители органов местного самоуправления, директора школ, садиков, руководители территориальных федеральных структур, практически все знакомы с органом правопорядка. Если есть вопросы, пожалуйста, давайте. Ну, мы часто обсуждаем проблемы района, и на наших коллегиях, совещаниях они снимаются вопросы. А так можете принять участие, зайти на прием. Дмитрий Васильевич, позволите, Дмитрий Васильевич, по поводу дорожных происшествий, мы тоже анализировали, конечно, любой минус для нас не просто минус, допустим, органов правопорядка, это всего минус всего района, потому что и глава республики требует полной координации, полного взаимодействия. Если где-то что-то, какое-то упущение, какой-то структуры есть, значит мы не дорабатываем вместе. Есть проблемы и по наркотическим делам, по профилактике. Мы буквально на следующей неделе проведем заседание наркотической комиссии, примем меры, здесь вы и говорили, и прокурор выступал, есть над чем задуматься, есть что нам нужно делать, и в рамках профилактики тоже. А по поводу дорожного движения, у нас республиканская автодорога и федеральная автодорога проходит 90 километров республиканской дороги, 10 километров федеральной автодороги. Практически все эти аварии, к сожалению, они имеют место быть, они произошли на этих дорогах. Но насколько мы осведомлены, оно так и есть. В этом году уже будет осуществлен ремонт, капитальный ремонт республиканской дороги. И решается вопрос по установлению камер видеонаблюдения. Я думаю, это тоже будет какое-то решение этой проблемы. Есть проблема, в летнее время приезжает очень много жителей района, приезжают и на туристические места, здесь много достопримечательностей, то есть увеличивается поток в 2 раза. И количество транспорта здесь в районе с каждым годом растет и растет. Вот я, как обычный человек, вижу такое объяснение этой ситуации. Будем работать и над этой проблемой. Я думаю, вот это решение по реконструкции автодорог федерального и республиканского значения решит вот эти проблемы. Я думаю, надеюсь, что аварий будет намного меньше. Мы со своей стороны профилактическую работу и другую работу, то, что нам предназначено, мы будем проводить. Спасибо. Я думаю, что совместными усилиями мы снизим аварийность на территории района. И готовы мы разместить, пожалуйста, дайте, если материалы есть, по людям, которые ездят по состоянию алкогольного опьянения. У нас есть местное телевидение, есть работники, участвующие в соцсетях, 3 и 2 коммерческих телевидения. Пожалуйста, мы попросим и на своем канале, если такие правонарушители есть, давайте выставим ролики о них, как они в каком состоянии. Мы можем это тоже организовать. Спасибо. Я думаю, что Игорь Османович, он в состоянии наладить эту работу. Тем более, как я уже говорил, если ряд профилактических мероприятий, в том числе вот вы озвучили телевидение, мы можем совместно с нашими нарядами пригласить средства массовой информации, пригласить актив района, старейшин района, и чтобы они посмотрели как раз на тех своих жителей, которые не совсем благоприятно себя или благопристойно ведут себя
за рулем автотранспорта. Присаживайтесь. Если вопросов нет, мне бы хотелось бы перейти к следующему моменту. Ряд наших сотрудников, несмотря на то, что я открыто скажу, надеюсь, средства массовой информации это нигде не озвучат, мы их ругаем очень сильно для того, чтобы они более активно работали. Но ряд сотрудников честью и достоинством выполняет все поставленные перед ними задачи. И то, что отрадно, что это молодые сотрудники, только пришедшие в органы внутренних дел. И мне хотелось бы высказать слова благодарности их родителям. Тем, кто воспитал, вырастил, подготовил и передал нам хороших ребят, которые достойно служат. И я думаю, что у них большое будущее и большие перспективы. Дел по Республике Дагестан за хорошее воспитание сына Ханова Ерлана Робертовича и его маме Шиират Алаудиновны. Благодарность Министерству внутренних дел по Республике Дагестан за воспитание сына Катаева Абдулазиза Джамалдиновича и его маме Насият Забалаевны. И от себя я лично хочу сказать сегодня следующее. Уважаемый Дмитрий Васильевич, спасибо вам за ваш труд, за ваш огромный вклад в наш МВД Республики Дагестан. А также, воспользуясь случаем, я хочу поблагодарить Османова Играма Османовича за столь его достойный труд. Что бы тут вы ни сказали бы, что бы мы ни подумали бы, он работает отлично. Спасибо ему. И также главе Нариману Шамсудиновичу Станского района. Спасибо вам большое. А нам, ребята, наши правозащитники, я хочу сказать следующее. Как говорил наш Магомед Нурбагандович, работайте, ребята, во имя Родины, во имя государства. Спасибо, что вы у нас есть. Спасибо. Спасибо вам. Что я хочу сказать? Вклад матери, он гораздо весомее, чем вклад каждого из нас. Спасибо вам. Благодарность Министерству внутренних дел за хорошее воспитание сына Сагидова Славика Ратахановича Занозе Атлухановны. Благодарность Министерству внутренних дел за воспитание хорошего сына Насрулаева Фарида Абдуловича, его отцу Абдуле Зайнулаевичу. Спасибо. После воспитания настоящего мужчины. За достойный прием. Вот это приятнее всего, потому что когда родители готовят, я всегда говорю так, готовят нам не наши учебные заведения, готовит семья, готовит то окружение, в котором вырос сотрудник. Когда родители нам подготовили такого сотрудника, вот эта оценка, которая была сегодня, это очень маленькая оценка, и она никогда не сможет оценить тот вклад, как я уже сказал, матери, тот вклад родителей, тот вклад отца, который подготовил себе достойную смену. Спасибо вам. Уважаемый Дмитрий Васильевич, мы на этом завершим это мероприятие, но и мы бы хотели, чтобы вы почаще приезжали в наш район. Пользуясь случаем, давайте вместе, вот здесь много женщин, директоров садиков, школ, на носу праздник женский, 8 марта, давайте вместе, Дмитрий Васильевич, поздравим. Здесь матерей вы поздравили со своей стороны. Всех вас поздравляю с наступающим праздником, вашим весенним, теплым. Добра, мира, процветания, чтобы растили таких же благородных детей, чтобы у нас не было женщин, кто не является мамой.
Дмитрий Васильевич. Я хочу присоединиться к словам Наримана Шамсудиновича. Это действительно прекрасный праздник 8 марта. И я думаю, что весь личный состав, не только МВД, но прежде всего Сулейман-Стальского отдела поздравит всех прекрасных девушек, мам, женщин с этим праздником. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо еще раз.